легкие новогодние блюда для... И мы приступаем к закускам. Бред какой-то опять. Всем привет! Меня зовут Натали, я арт-директор образовательного онлайн-проекта «Фитнес-модель». Зима, холод и предстоящие праздники – это настоящее испытание для людей, которые в обычной жизни стараются придерживаться правильного питания. Зимой мы физиологически прибавляем около 3 килограмм, и это нормально для нашего обогрева. Заметьте, 3, а не 10. Все остальные килограммы уже не могут быть оправданы фразой «мне нужен жир для обогрева». Мы же не медведи. Поэтому сегодня я хочу поделиться с вами легкими во всех смыслах, и в приготовлении, и в усвоении организмом рецептами новогодних блюд. Эти блюда рассчитаны на двоих для романтического ужина, но это совсем не значит, что вы не можете приготовить их для большой семьи. Давайте оставим все эти жирные майонезные салаты в прошлом году, если в новом вы хотите приобрести или не потерять свою красивую фигуру. Все дело в законе воскресенья. Начинать что-либо нужно совсем не с понедельника, а с воскресенья, когда организм этого совсем не ожидает. Тут то же самое. Давайте начнем свой путь к здоровью и к правильному питанию не с 1 января, а с 31 декабря, чтобы 1 января не выпало из вашей жизни. Но от приветственной болтовни мы перейдем сразу к делу. Сначала я буду готовить салаты. Первый салат, который я покажу вам, это блюдо средиземноморской кухни. Меня научили его готовить в одной греческой семье. Что нам понадобится? Нам понадобится 1 желтый перец, 200 грамм помидор черри, маслины без косточек, слабосоленая рыба, кусочек 150 грамм, это может быть форель, семга. Также нам понадобится половина салатного огурца, 3 стебля сельдерея, немножко укропа и долька лимона. А для заправки оливковое масло. Ну что, начнем готовить? Берем перец, разрезаем его на половинки и убираем семена. Предупреждаю сразу, салат получится ярким и очень красивым. И пока вы следите за тем, как я его готовлю, я бы хотела поделиться с вами советом, который поможет вам избежать переедания в праздничную ночь. Если в Новый год вы собираете гостей у себя, то вы готовите праздничный стол и вам некогда поесть. А если вы идете в гости или в ресторан, то также не едите весь день, потому что не хотите испортить аппетит до праздничного застолья. Делать этого я категорически не рекомендую, так как это приведет к перееданию во время новогоднего ужина. Кушать необходимо, как и в обычные дни, и ни в коем случае не пропускайте завтрак. Чаще всего тяга к сладкому появляется не из-за слабой силы воли, а из-за низкого уровня сахара в крови, и организм просто хочет его поднять. Чтобы предотвратить переедание за праздничным столом и тягу к сладкому, которая особенно усиливается вечером, правильно подкрепитесь утром. Еще раз повторю, что в новогоднюю ночь есть большая вероятность того, что вы съедите больше, чем обычно. Поэтому накануне 31 декабря ешьте легкую пищу, и тогда на следующий день вашей пищеварительной системе будет проще справиться с излишками. Ведь наша система пищеварения подобна мышцам, она работает лучше, если немного отдохнет. Например, если вы в какой-то день переели, то на другой день ваша пищеварительная система работает хуже, но это совсем не означает, что вам надо морить себя голодом перед новогодним ужином. Вы лишь должны есть легкие для переваривания продукты и использовать простые пищевые сочетания. Теперь займемся рыбой. Рыбу нарезаем сначала полосками, а затем маленькими кубиками. Наш салат почти готов. А нам осталось заправить салат оливковым маслом. Сбрызгиваем его лимонным соком. Можно поперчить по вкусу, но солить я не рекомендую, так как в салате есть соленая рыба. Как видите, наш салат готов, я вас не обманула, он действительно выглядит очень красиво. А теперь мы перейдем к нашему второму салату.